Высший медицинский колледж, Управление здравоохранения города Алматы, ЦМК номер 3 клинической дисциплины, преподаватель первой категории Меримбаева Турсуна Медбаевна. К вашему вниманию видеоурок на тему «Основные клинические синдромы при заболеваниях печени и желчного пузыря». Первый синдром это будет желтуха. Желтуха – это желтушное окрашивание кожи и слизистых оболочек. Она обусловлена повышенным содержанием в тканях и крови билирубина. Желтухе соответствует изменение цвета мочи. Моча приобретает темно-желтый цвет, а кал обесцвеченный, более светлый становится. Желтуха может возникать в течение 1-2 дней. В некоторых случаях желтуха сопровождается мучительным кожным зудом и кожными геморрагическими кровотечениями из носа и желудочно-кишечного тракта. Желтуха, естественно, возникает при многих заболеваниях печени, желчных путей и системы крови, может быть, но и может появиться и при заболевании других органов и систем также. Истинной желтухи имеются 3 причины. Это чрезмерное разрушение эритроцитов и повышенная выработка билирубина. Это называется еще по-другому гемолитическая желтуха. А второй вид – это когда нарушается улавливание клетками печени билирубина и связывать его с глюкуроновой кислотой. То есть образовать билирубин-глюкуронид не получается. В связи с этим может наступить желтуха истинная. Третья причина истинной желтухи – это препятствие выделению билирубина с желчью в кишечник и обратное всасывание билирубина в кровь. Это уже будет механическая желтуха. Разберем немного гемолитическую желтуху. Гемолитическая желтуха по-другому еще называется надпеченочная желтуха. Как я уже сказала, развивается в результате чрезмерного разрушения эритроцитов в клетках ретикулогистоцитарной системы. То есть это селезенки, печени, костном мозге. При гемолитической желтухе кожа обычно принимает лимонно-желтый цвет. Паренхематозная желтуха, она называется печеночно-клеточная желтуха. Развивается в связи с тем, что клетки печени не могут улавливать билирубин и соединять его с глюкуроновой кислотой, как я прежде сказала, то есть образовать билирубин-глюкуронид. И в сыворотке крови свободного и связанного билирубина бывает очень много, увеличивается количество. Свободного билирубина больше, чем связанного билирубина. Возьмем желтуху механическую. Механическая желтуха имеет несколько названий. То есть она называется обтурационная и еще называется подпеченочная желтуха. В связи с тем, что полной проходимости через общий желчный проток не происходит за счет того, что оно, несколько сдавлено опухолью, например, или увеличенной головкой большого дуоdenального сосочка. И в этом случае идет повышение давления внутри протоков, и причем при продолжающемся отделении желчи. Кожные покровы слизистой оболочки при механической желтухе тоже окрашиваются, соответственно, в желтый цвет. И вследствие окисления билирубина биливердин может измениться цвет желтый в зеленый или темно-оливковый цвет. Послушайте, пожалуйста, следующий синдром. Это называется портальная гипертония. Портальная гипертония характеризуется повышением кровяного давления в воротной вене и расширением портоковальных анастомозов. Слово анастомозы, как это должны понимать, соединение артерий с венами, а также может сопровождаться асцитом и увеличением селезенки. Портальная гипертония чаще всего, когда отток крови из воротной вены нарушается, и она также может сдавливаться опухолью или увеличенными лимфатическими узлами. А также при заболевании цирроза печени тоже может наступить эта портальная гипертония. Что можно сказать то, что давление при портальной гипертонии повышается, отток нарушается. Здесь существует несколько анастомозов, то есть несколько мосты в зоне геморроидальных нервных сплетений, в зоне пищеводно-желудочных сплетений и также в системе околопупочных вен. При портальной гипертонии бывают расширенные, расходящиеся в разные стороны
вены вокруг пупка. Они образуют своеобразную такую картину, которую мы называем голова медузы, называется. Перейдем к синдрому гепатореинальному синдрому. Гепатореинальный синдром характеризуется одновременно увеличением печени и селезенки при поражении какой-либо из этих органов первичной. Или печень первой поражается, в любом случае увеличивается селезенка, или же наоборот. Значительное увеличение селезенки сопровождается, естественно, повышением функции селезенки. Тут и мы называем это гиперсплинизм. Проявляется это анемией, лейкоцитопенией и тромбоцитопенией. И эти изменения объясняются тем, что в результате активной работы селезенки происходит торможение костно-мозгового кровотворения и повышается разрушение вот этих клеток крови и селезенки. И, естественно, проявляется она своей клинической картиной. Есть печеночная недостаточность, которая может перейти затем в печеночную кому. Печеночная недостаточность бывает острая и хроническая. Острая печеночная недостаточность при тяжелых формах вирусного гепатита возникает. Отравление, когда идет гепатотропными ядами, промышленными, растительными какими-то, лекарственными ядами, там соединение фосфора, мышьяка. Затем хроническая печеночная недостаточность возникает при многих хронических заболеваниях, такие как цирроз, опухолевые. Вот. В основе печеночной недостаточности лежит дистрофия и некробиоз гепатоцитов, это уникальных клеток. Да? Печеночная кома, патогенез печеночной комы сводится к тому, что идет самоотравление организма вследствие почти полного прекращения деятельности печени. Печень практически не работает. И к отравлению приводят необезвреженные продукты кишечного бактериального распада белка. То есть конечные продукты обмена веществ, и особенно это аммиак. Тяжесть печеночной недостаточности усугубляется и спровоцируется возникновением, естественно, печеночной комы, как я прежде сказала. Могут и, естественно, в отдельности каждого пациента по-разному. Есть пациенты, которые употребляют очень много алкоголя, барбитураты или наркотические какие-то анальгетики. И клиника, и продолжительность жизни будет зависеть от каждого пациента. Берегите себя и близких.